Аван эдусен. Эбе кунне вадамран вище абатланадып. Ирьи абатра ытларах чухне хурадул патты е тобарч шиедеп. Эшме чей эжедеп. Чей лимонба ытларах камалладып. Кындырлайы абада яшка шимет ржадып. Кубыста яшки, кошман яшки, е пулы яшки. Иккимаш абатпек пула е чехкагая шерулмибе е макарумба шиедеп. Кашхи абат ытларах чухне пежерне пахча шимешрень тарать. Хутран ситрень эбе явгай е урхла калазан кагал абаде твадып. Унчухне тибе улма шерлаш едеп е сыткень эжедеп. Давайте разбираться. Итак, первая фраза была «Эбе кунне вадамран вище абатланадып». Эбе я, кунне в день, кун, день, в день кунне, вадамран в среднем, то есть вадам это средний, вадамран как бы исходя из среднего, здесь используется исходный падеж. Вище 3, мы не говорим вижехут, вижехучень, вижехут 3 раза, вижехучень до 3 раз, просто говорим вище 3, 3 раза получается, вище абатланадып. Вот интересное слово. Абат – еда. Абатлан – есть, принимать пищу. Абатланадып – я принимаю пищу, я ем. Вообще, лан, лень это аффикс, который прибавляется к основе существительного или прилагательного и делает что-то вроде возвратного действия, да, то есть делаться. То есть кормить себя получается абатлан. Ну, сравните, например, лаях хороший, лаях-лан улучшаться. Хак цена, хаклан становиться дорогим, становиться ценным и так далее. Идем дальше. Ирьи абатра хуратул потты е тобарч, тобарджа щиедет. За завтраком я ем гречневую кашу или творог. Ирьи абатра хурадул потты е тобарджа щиедет. Ирьи абатра за завтраком, ирьи абат, завтрак, ирьи абатра за завтраком, в завтраке получается. Хурадул потты, гречневая каша. Тула это пшеница, да-да, тула это пшеница. А вот хуратула или хуратул, немножко мы как бы покороче говорим это слово, это гречка. То есть дословно черная пшеница. Логично, черная пшеница действительно ценный продукт. Кстати, иногда можно встретить слово рис как шуратула, то есть белая пшеница. Интересно, ну, это, конечно, не литературная норма. Дальше. Пода, каша, хуратул потты. Пода здесь в данном случае в изофете. Потты это изофетная конструкция. Тобарджа, творог, щиедет, ем. Все предельно просто. Эшме чей эжедеп. А вот что касается попить, а вот насчет попить, эшме, чей эжедеп. Пью чай. Чей лимонба итларах камаладап. Чай я больше люблю с лимоном. Лимонба с лимоном. Итларах больше. Камаладап люблю. Комал это настроение. Камала любить. То есть у нас есть слово юрат, юрададап мы тоже можем сказать. Но вот камаладап и юрададап, ну, наверное, разница примерно как to love в английском языке и to like. Вот здесь to like это как раз камал, камалла, камалладап. Вообще аффикс ла-ле нам уже встречался. Но сейчас речь идет
тоже об аффиксе ла-ле, но в другом значении. Тот ла-ле у нас обозначал на манер, так как это делают, так это в соответствии с, например, чувашла, так как это делают чуваши, по-чувашски. В данном случае этот аффикс образует от существительных глаголы. Например, хак – цена, хакла – оценивать. Или, например, чир – болезнь, чирле – болеть. Надо еще добавить или напомнить, что у нас есть еще аффикс л. То есть, помните, с такими крышечками. Вот этот аффикс уже обычно образует от существительных прилагательные. Ла, ле – глаголы, л, прилагательные. Давайте попробуем построить цепочку. Итак, хак – цена, хакла – ценный, дорогой, хакла – ценить, оценивать. Чир – болезнь, чирле – больной, чирле – болеть. Или сип. Немножко не такое частотное слово, но тем не менее. Сип – польза, целебность. Сипле – полезный, целебный. Может быть, кто-то видел в наших магазинах магазин Сипле. Не знаю, сейчас он есть или нет, но раньше точно был. И сипле – лечить, исцелять. Ну и наше слово камалла. Камал, я уже сказал, настроение. Если мы добавим ло, камалла, то есть с настроением, чаще всего на русский язык мы это переводим как приятный, например, камаллажин, приятный человек. А камалла – это у нас любить, ценить. Ценить в значении, любить все-таки, да? Как бы делать себе настроение, скажем так. Камалла, делать себе настроение. Идем дальше. Кандырлаги абада, яшка щиме таражадат. Кандырлаги абада, на обед, яшка, суп, щиме, кушать, есть, таражадат. Стараюсь. Тараш – основа глагола стараться. Кубыста яшки, кошман яшки, е пула яшки. Щи – борщ или уха, или рыбный суп. Кубыста – капуста. Кубыста яшки – капустный суп, или мы чаще говорим щи. Кошман, а в некоторых диалектах чагиндер. Кошман яшки – свекольный суп. Свекла кошман, свекольный суп. Кошман яшки. Или мы чаще это называем борщу. И, наконец, пула – рыба, пула яшки, уха или рыбный суп. Кстати, есть еще очень достаточно популярная в чувашской кухне салма яшки. Салма – это домашняя лапша или клёцки. Салма яшки – получается суп с салмой. Получается, что так. Хорошо. Иккемеш абатпек пула е чохкагае щер улмибе е макаромба щедет. И иккемеш абатпек в качестве второго блюда, иккемеш второй, абат еда, блюдо, пек в качестве как. Пула рыба, е чохкагая, чох курица, чохкагая курятина, то есть кагай – мясо, чохкагай – куриное мясо, курятина. Щер улмибе, щер улми – картошка. Щер улмибе, щер, кстати, земля, улма – яблоко, земляное яблоко, с земляным яблоком, щер улмибе, е макаронба – щиедет. Или с макаронами ем. Кстати, надо сказать, что слово, я немножко не договорил, наверное, надо сказать, что слово кагай имеет полноценный, скажем так, полноправный синоним аш. То есть аш и кагай это переводится как мясо. А вот если мы соединили два слова аш, кагай, то у нас получается
мясные изделия. Аш кагай. То есть мясо-мясо. В общем-то, такие конструкции очень характерны для чувашского языка. То есть слова одного порядка, когда соединяется, ставится рядом, то получается какой-то обобщающий их класс. Ну, например, улма, щерла, улма, яблоко, щерла, ягода, улма, щерла, фрукты. Или чажек, тирек, чажек, чашка, тирек, миска, чажек, тирек, получается посуда. Или седель, пуган, седель, стол, пуган, стул. Вместе, когда они встали вместе, это стало мебелью, то есть это мебель. Идем дальше. Кащи абат итларах чухне пежерня пахчащий мишрень тарать. Пахчащий мишрень тарать. Ужин обычно состоит из вареных овощей. Кащи абат – ужин. Итларах чухни – обычно, чаще всего. Пежер – варить. Пежерня – вареный, сваренный. Не, помните, да? И пахча щимиш – овощи, пахча – огород, щимиш – еда. То есть огородная еда. И тор – стоять, состоять или даже стоить. Ну, например, ку мижье тарать – это сколько стоит. Ку мижье тарать. Ку мень хак тарать – это какую цену стоит. Мень хак тарать. Хутран ситрень. Хутран ситрень. Эбе явгай. Е урхла калазан. Кагал абаджи тавадаб. Хутран ситрень – это еще одно слово для иногда. Мы знаем хош чухне, и вот еще хутран ситрень. Время от времени, если быть более точным, да? Явгай – это, в общем-то, послеобеденное время. Ну, где-то около 4 часов, 4-5 часов. Вот это время у чувашей называлось и называется явгай. Явгай-абаджи получается послеобеденная еда, ну или полдник. А кроме этого есть еще одно слово, которое имеет тоже значение, тоже переводится как полдник – кагал-абаджи. Кагал – это лентяй, кагал-абаджи получается еда лентяй, еда для лентяя. Ну, наверное, чуваши считали, что только лентяи едят в полдник еще один раз. Как-то так. Идем дальше. Он чухне, тебе улма щерла щедет, е сеткень жедет. Он чухне, тогда, в то время, он чухне, тебе сухой, улма щерла, мы уже говорили, что это фрукты, щедет, е сеткень жедет. Сеткень – сок, пью сок. Сеткень образуется от понятного слова сеть, молоко. Сеткень – это своего рода молочко из фруктов. Фруктовое молочко, если хотите. Сеткень. Ну что, я надеюсь, было понятно. Эзе вара меньшиме юрададан. А ты что любишь есть? Эзе вара меньшиме юрададан. Сыва булар.